Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Сегодня в нашей программе мы поговорим о важной и актуальной теме, о правильном питании, здоровье и способах укрепления организма. Наши эксперты расскажут о принципах сбалансированного рациона, развеют популярные мифы о диетах и поделятся практическими советами, как сделать питание не только полезным, но и приятным. Вместе мы узнаем, как правильное питание влияет на наше самочувствие, энергию, долголетие. И у нас сегодня в гостях врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Анастасия Савина. Здравствуйте, Анастасия Дмитриевна. Здравствуйте. Питание, наверное, это самый важный процесс в жизни любого человека. Это поступление в наш организм тех питательных веществ, которые необходимы для нашей жизнедеятельности. И вот сразу же вопрос, как сделать его правильным и сбалансированным? Да, в современном мире произошел такой парадокс. Когда мы говорим о питании, всегда надо делать акцент, что это должно быть правильное, что оно должно быть здоровое, хотя понимается, что когда мы питаемся, когда наш организм получает пищу, еду, то это должно приносить пользу для организма. Но реалии современного мира таковы, что численность населения растет в Земле, бурно развивается пищевая промышленность, появились очень много глубоко переработанных продуктов питания, или мы их называем синтетические продукты питания, или химические продукты, которые утратили, в общем-то, очень много полезных свойств. И для того, чтобы они были вкусные для населения, для того, чтобы они были привлекательны, в них добавлено очень много сахара, сахарозаменителей, различных пищевых добавок, различных неполезных жиров, и народ запутался. У населения есть такое по умолчанию доверие ко всему тому, что продается в магазинах, особенно на прилавках таких продуктовых магазинов. Это доверие такое, наверное, которое подразумевает, что раз это продают, значит, это прошло где-то проверку, и это разрешено. Но беда в том, что вот эти продукты, они стали очень доступны. И по ценовой политике, и народ стал больше делать упор именно на эту продукцию глубокой переработки. И тем самым в современном мире мы сейчас испытываем переизбыток сахара в рационе, переизбыток трансжиров. Это трансизомеров жирных кислот, синтетических жиров, которые наш организм не распознает как еду. И плюс к этому очень много пищевых добавок для усиления вкуса, ароматизаторы, для того, чтобы сохранить продукт на долгое время. И, наконец-то, в 2020 году федеральный закон 47 от 1 марта узаконил термин «здоровое питание», что и альтернативой, синонимами этого термина могут быть такие термины, как правильное питание, адекватное питание, сбалансированное питание. Итак, что такое здоровое питание? Это питание, ежедневный рацион которого должен основываться на принципах здорового питания. Мы как раз сегодня их разберем коротко. Отвечает требованиям безопасности, создает условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности и будущих поколений. Смотрите, как интересно, да? То есть как мы сегодня питаемся, это влияет не только на наше состояние здоровья сегодня, но это может программировать и здоровье наших будущих детей и внуков. Вот в условиях Крайнего Севера все-таки, да, тема же здорового питания, она совершенно по-другому должна играть. Да, да. Каким образом? Наша Россия — это огромная страна. И, естественно, конечно, есть стандарты, как мы должны питаться. И эти стандарты, в общем-то, усредненные, и они, в общем-то, рекомендованы для населения в большей степени Центральной России. Но есть методические рекомендации, где говорится, что для жителей Крайнего Севера все вот эти нормативы, они должны быть умножены на 10-15%. А по некоторым научным исследованиям и калорийность пищи, и содержание белков, жиров надо увеличивать на 30%. Именно для населения Крайнего Севера. И это
И это правильно, это учитывает именно особенности нашего сурового климата. Ну вот особенность, да, или специфичность нашего северного климата — это полярные ночи. Это очень долгая полярная ночь, когда мы не видим солнца. Особенно это актуально для Арктики. И это полярный день. Наоборот, когда, значит, солнце не садится практически несколько месяцев, и, в общем-то, сбиваются биоритмы человека. Это тоже очень большая нагрузка на наш организм северянина. И учитывая вот эти условия и понимая, что любой человек, проживая на севере, его организм испытывает стресс. Понимаем мы это или нет, но этот стресс, как длительный стресс, он может привести к развитию нездоровья. Но так как мы живем очень долгое время в таких условиях, наш организм адаптировался и выработал такой своеобразный тип питания или тип метаболизма, который называется полярный метаболический тип питания или белково-жировой тип питания, что означает на севере, в нашем рационе, калорий рациона должен быть больше именно за счет белковой продукции и полезных жиров. Поэтому, но при достаточном количестве пищевых волокон. Вот это, про это забывается. Вот все думают, что северный народ — это мясоеды, ага, что мы круглый год в большом количестве ели мясо, но при этом забывается, что круглый год как раз мы ели рыбу, а не мясо. И такая жирная мясная продукция, она была сезонным продуктом для наших предков, для северян, которые жили ну, вот, до развития земледелия. И это все шло с достаточным количеством молочной продукции, причем ферментированной молочной продукции, и достаточным количеством пищевых волокон, которые наши предки добывали из растительной пищи. Вот про это мы тоже забыли, к сожалению. И сейчас вот это мнение, что якут траву не ест, оно в корне неправильно. Оно как раз говорит о том, что мы свои истоки забыли, что мы очень далеко ушли от питания наших предков. Вот тогда какая же работа проводится Республиканским центром общественного здоровья для того, чтобы донести эту информацию о том, что якут должен есть траву, о том, что у нас все-таки тип питания не такой, как мы привыкли думать, и что нужно с этим делать? Да, на самом деле, если мы говорим о здоровом питании в условиях севера, это касается не только коренного жителя. Это касается и пришлого населения, которое здесь уже проживает длительное время, но более года. Его организм тоже испытывает стресс, его организм тоже адаптируется. И как показывают вот научные исследования наших ведущих институтов, то пришлое население в его рационе появляется... То есть доля белковых и жировых продуктов увеличивается, как бы неосознанно, но по потребу, скажем так, организма. Да? Это по механизму обратной связи. Человек на севере, он больше начинает тянуться к белковым продуктам, причем животного происхождения, к мясу, к рыбе. И именно к продукции местного производства, вот нашей жеребятине, к оленине, понимая, ну, интуитивно, скорее всего, да, что эта пища, в общем-то, будет способствовать его лучшей адаптации в условиях севера. И вот, начиная с 2021 года, в рамках десятилетия здоровья, значит, в нашем Центре общественного здоровья была организована вот эта школа здорового питания, которая включает очень много видов работы. Да? И основная цель, конечно, это просветительская работа среди населения нашей республики именно в вопросах здорового питания. Что наше питание на севере должно быть не таким, как расписано вот в интернетах. Да? Все-таки там рекомендации даны, ну, скажем так, для европейской части
нашего континента, приближенные к суровым условиям, что, в принципе, только вернув вот этот белково-жировой тип питания, у нас есть возможность держать вот этот баланс и сохранить свое здоровье. У нас очень суровые условия. Сейчас ни для кого не секрет, что мы увлеклись углеводной пищей. Вот этой готовой продукцией, переработанными продуктами. И практически у нас западный стиль питания. И мы, врачи, уже видим последствия. Сейчас очень много болезней цивилизации. Уже артериальным давлением, гипертонической болезнью никого не удивишь. Он очень помолодел. Так, значит, лишний вес, избыточная масса тела тоже становится для нас большой проблемой вслед за Америкой. Ну, про ожирение, особенно ожирение среди детей, тоже вызывает очень большую тревогу для нас. Потому что идет уже, скажем так, нарушение вот этого баланса, нарушение эндокринной системы уже начиная с раннего возраста, которые впоследствии в взрослом состоянии будут таким плохим фоном для развития других болезней цивилизации, как сахарный диабет второго типа, ожирение, гипертоническая болезнь, ну и онкологические заболевания. Тогда все-таки какие продукты лучше всего включать в рацион северянина? В рационе северянина, да, должны быть белки, причем это белки должны быть как животного происхождения, так и растительного происхождения. Про эти белки нам не стоит забывать. Но, конечно, животного происхождения должно быть больше. Желательно, чтобы это была мясная продукция, конечно, местного производства. Желательно, чтобы мы рыбу ели хотя бы 2 раза в неделю, для того, чтобы держать баланс омега-3 в нашем организме. Рыба круглый год. Вот тот продукт, который, в общем-то, вне сезона. Это наша рыба, не только морская, но и речная, белорыбица и озерная. Вот наш любимый якутский карась, который, в общем-то, спас якутский народ, считается. Да? Вот, в годы войны, в голодные годы. Также молочная продукция, про которую мы тоже, к сожалению, стали забывать. И молочная продукция, вот это как раз та продукция, которая была, практически, наверное, большую часть года в рационе наших предков. И в основном это была ферментированная продукция. Было более 20 разных видов молочной ферментированной продукции. И сейчас пошла очень хорошая тенденция. Сейчас идет возрождение давным-давно забытых рецептов ферментированных молочных продуктов. В частности, уже 3-й год в нашей республике ведется такое общественное движение, наверное, началось по производству кисломолочного продукта тар. Это ферментированный продукт, который возможно получить только в условиях вечной мерзлоты. Тар производится по традиционной технологии. Технология эта, в общем-то, сложная, в течение длительного времени. И вот это движение в нашей республике начала кандидат биологических наук Варвара Васильевна Семенова, этноботаник. И в этом году я тоже вошла в ее группу, и в этом году более 100 людей из разных республик из разных районов нашей республики именно сделали тар. В большом количестве. Допустим, я приготовила летний тар и осенний тар в количестве 90 литров. И теперь этот продукт в рационе нашей семьи каждый день. Это пробиотик, да? Продукт, который содержит живые бактерии для улучшения нашей микробиоты. Также есть продукты МДАН. Это тоже забытый продукт. Это такой кисломолочный продукт, который содержит большое количество молочной кислоты. Есть продукт, который тоже возрождается. Это курат.
это высушенный творог. Вот этот продукт есть в национальной кухне многих тюркских народов. И хорошо, что это все возрождается и поддерживается населением. Так, поэтому ферментированные продукты однозначно должны быть в рационе каждый день. И также в каждый день в нашем рационе должны быть пищевые волокна. Ну, самый традиционный продукт, который мы, слава богу, не забыли, это квашеная капуста. Да, квашеная капуста. Ее надо квасить. Действительно, это сезонный продукт. Как раз время заквашивания – это ноябрь месяц. И капусты должно хватить практически до лета. Да? Это хороший источник не только пищевых волокон, но и живых бактерий. И именно в квашеной капусте витамина С, который очень важен для нашей жизнедеятельности, особенно для северян, в 3 раза больше, чем в обычной свежей капусте. Вот эту работу делают полезные бактерии. Вот вы один миф сказали, да, про то, что якут траву не ест, да? А вот какие еще есть мифы о диетах и питании, которые, на ваш взгляд, не соответствуют действительности? Так, какие мифы, да? Что много жира не должно быть в рационе. Что жир, в общем-то, опасен, потому что особенно животный жир, да, а мы, северяне, же любим жирное мясо, жирную рыбу, что он очень вреден, что он вызывает сердечно-сосудистые заболевания, что он вызывает атеросклероз и так далее. Но хочу сказать, что в современном мире практически жир животный убрали с рациона. Это была самая такая большая ошибка, наверное, не только вообще системы здравоохранения, мировой системы здравоохранения, когда холестерин обвинили во всех грехах сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но здесь важен баланс. И именно вот этот баланс полезных жиров в рационе. Ну, для северян, конечно, животных жиров должно быть больше, чем растительных жиров. И этот баланс не позволяет плохому холестерину, скажем так, откладываться внутри сосудов и вызывать вот эти атеросклеротические изменения. Вот. И когда в нашем рационе достаточное количество пищевых волокон, достаточное количество рыбы, достаточное количество ферментированных продуктов, практически вот называя продукты, которые должны быть ежедневно в нашем рационе, то вот этот баланс как раз и достигается. Баланс плохих и баланс хорошего холестерина. Тогда они не повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, конечно, мы должны следить за уровнем потребления простых сахаров, простых углеводов. Это вот как раз современные переработанные магазинные продукции, красивые оберточки, где очень много добавленного сахара, газированных напитков современных, где человек, не понимая, съедает очень много сахара в день. Вот вы, наверное, стали отвечать уже на следующий вопрос, который я хотел вам задать. Это вот какие продукты следует исключить или сократить из рациона потребления ежедневного? Ну, однозначно, это сахар и все его производные, да? Но если спросить у населения, сколько вы сахара кушаете, никто не скажет, что много сахара потребляют, потому что действительно они по 8-10 чайных ложек сахара не кладут в чай. Да? Сахар потребляют незаметно именно с продуктами переработанными. Мы называем это добавленный сахар, потому что мало кто догадывается, что сахар, оказывается, присутствует и в майонезе, и в кетчупе, и даже в той же вареной колбасе. Тоже много сахара. А про то, сколько сахара в газированных сладких напитках, даже страшно подумать. Страшно подумать. Вот. Поэтому однозначно мы не исключаем сахар, но мы резко ограничиваем постепенно именно готовую продукцию, переработанную продукцию, где содержится большое количество сахара. Второе. Мы должны следить за
за тем, чтобы в нашем рационе как можно меньше было транжиров. Ну, транжиры – это, если перевести на простой язык, маргарин. Когда я спрашиваю, поднимите руки, кто кушает маргарин каждый день, не 3 раза в день, каждый прием пищи, никто не поднимает руки. Я говорю, ну поднимите руки, кто каждый день кушает конфеты, пряники, печенье, что еще, фастфуд, ну, в общем, еду, которая вот доставленная еда. Тут уже лес рук, да? То есть люди тоже не понимают, что поедая вот эти все продукты глубокой промышленной переработки, они съедают огромное количество вот этих транжиров или маргарина. Маргарин есть в любой магазинной выпечке. Вот. И если 3 раза в день кушать вот эти продукты, конечно, его содержание будет очень большое, и наш организм просто не будет справляться. И как раз вот этот жир, плохой жир, он и будет откладываться где не нужно. Внутри сосудов, внутри брюшной полости, вокруг наших внутренних органов, и вызывая образование вот этого абдоминального жира, внутреннего жира. Когда мы теряем талию, когда вот этот появляется спасательный круг вокруг талии, или вот такой пивной живот у мужчин, это все вот этот плохой жир. Совместно вот с большим количеством сахара. Это все вызывает. А вот роль воды. Нельзя о ней не сказать. Все-таки насколько она важна в питании человека, сколько надо выпивать в день литров для того, чтобы сохранять свое здоровье. Ну, вода это жизнь. И даже есть день 22 марта, когда отмечается День воды, потому что мы состоим из воды. Вода внутри клетки, вода вне клетки. Только при присутствии достаточного количества воды происходят все обменные процессы. Ну, тот самый метаболизм. Вода нам дает очень много. И защитную функцию, и структурную функцию, и метаболическую функцию. И особенно для нас, северян, важно пить достаточное количество воды. Потому что у нас климат, особенность климата, у нас пересушенный воздух. Ну, особенно летом, а зимой просто вымораживается воздух. И мы, сами того не замечая, испаряем очень много жидкости. 1,5 литра воды в день. Просто вот испарили в покое, скажем так. Допустим, для населения Центральной России это примерно потери составляет 400-500 миллилитров. Ну, понятно, мы воду теряем с мочой, мы воду теряем через кожу, даже когда не потеем, примерно пол-литра. Поэтому потери воды огромные, примерно 3,5-4 литра. Да, мы с едой получаем воду, пьем чаи, там, кофе, напитки какие-то. Ну, это примерно 2 литра, возможно, да. И если мы уберем вот этот объем воды, который получаем с едой, все равно получается примерно около 2 литров воды мы должны восполнять чистой питьевой водой. И этот объем, он у всех разный и зависит, в общем-то, скажем так, от веса, от идеального веса. И формула именно для нас, северян, это 40 миллилитров питьевой воды на килограмм идеального веса. 40 миллилитров на килограмм. Да, на килограмм идеального веса. А идеальный вес мы высчитываем по формуле рост минус 100. Ну, допустим, 180 минус 100, 80 килограммов. 80 килограммов умножаем на 40. Это получается 3 литра 200 воды должен выпивать человек, который весит 80 килограммов. Да? То есть большой объем. И самый главный критерий достатка воды в нашем организме – это наши походы в туалет по-маленькому. Практически каждые 2 часа мы должны ходить в туалет по-маленькому. И это нормально. А есть люди, которые сознательно ограничивают. Некогда бегать, искать туалет и так далее. И они ограничивают потребление воды для того, чтобы там 2-3 раза в день сходить по-маленькому. Так. Ну и когда мы думаем, что жажда – это как раз вот тот сигнал, что надо воду выпить, то мы думаем неправильно.
потому что жажда – это, можно сказать, самый конечный продукт обезвоживания нашего организма. Ну, это просто сигнал СУС клетки. Вот дай мне воды, все, бросай, иди пей воду. Вот до такого состояния мы себя не должны доводить. Мы должны постоянно в течение дня пить воду. С утра, как проснулись, 1-2 стакана теплой водички желательно. Перед едой, после еды. Можно запивать еду водой маленькими глотками. Если в ротовой полости уже, как говорится, пусто, мы вот пищу проглотили. И равномерно в течение дня. Но все-таки больший объем надо стараться выпивать до 6 вечера, да, чтобы все-таки нам спалось спокойно. Вот, кстати, про режим, да? Известная поговорка «завтрак ешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу». Работает ли она? Да. Или все-таки как-то правила меняются? Очень мудрая поговорка, но давайте разберем. Завтрак съешь сам, да? Что? Завтрак нам дает с утра энергию. И поэтому на весь день. И с утра надо заряжаться энергией. И при этом еда должна быть энергетически полноценной. С белками, жирами, углеводами и даже сладостями. Это ничего не возбраняется, все в меру. Вот. Обед поделись с другом. Ну, обед, в принципе, мы привыкли, мы все понимаем, и ни для кого не составляет труда составить рацион обеда. Обычно первое, второе, да? Суп или второе, салат. Да, это все понятно. И, в принципе, такой обед и должен быть. Но вот ужин «отдай врагу» — это такой оговоркой, да, все-таки отдавать врагу ничего не надо, но ужин должен быть намного меньше, чем завтрак и обед. Вот ведь нам нужна энергия из еды для нашей жизнедеятельности, для умственной работы, для физической работы, для передвижения и так далее. И поэтому эта энергия нам нужна днем. А на ночь нам эту энергию копить не надо. Ночью организм должен энергию добывать из жировых запасов. И поэтому человек худеет во сне, а не тогда, когда он потеет в спортзале. И если мы ко сну пришли с пустым желудком, а это получается, когда у нас ужин, скажем так, легкий, примерно за 2-3 часа до сна, то энергию для нашей жизнедеятельности в ночное время, для восстановления, детоксикации и так далее, для работы всех органов, энергия берется из жировых запасов. Горит у нас лишний жир. Вот вы в программу у нас передали QR-код. Что это за QR-код, который сейчас появится на экранах телезрителей, куда он ведет и что интересного можно там подчеркнуть? Вот одна из видов деятельности школы здорового питания, Центра здоровья и общественного здоровья является онлайн-школа здорового питания, которую мы организовали в телеграм-канале. Там размещена вся информация, все технологии, все навыки здорового питания. И не только здорового питания, но и, в общем-то, здорового образа жизни. Потому что для здоровья нужен не только один компонент, просто вот питаться правильно, значит, я буду здоровой. А все нужно в комплексе. Да? Это и режимные моменты, согласно нашим внутренним часам. Это и питьевой режим, мы как раз поговорили про воду. Это и отсутствие вредных привычек, то есть это трезвость, свобода от любых самоотравлений психоактивными веществами и здоровое питание. Если вот эти все компоненты будут, то человеку намного легче будет справляться со стрессом современного мира, потому что у него не будет дефицитов в таких питательных веществах, витаминах, минералах, которые участвуют в работе головного мозга и, в общем-то, повышают нашу стрессоустойчивость. Так? И вот QR-код – это как раз ссылка на эту школу здорового питания. Человек по желанию заходит в эту школу здорового питания, проходит обучение самостоятельно. Обучение идет шагово. Там даны 10 шагов шагово с выполнением домашнего задания.
Так, задания очень простые, вытекающие из информации, которая там дается. И этот материал рассчитан примерно на месяц-полтора месяца. Человек постепенно начинает менять свои пищевые привычки. Так? И после того, как он прошел вот эту теоретическую часть, есть возможность зайти на марафон «Здоровая тарелка». То есть этот марафон сопровождаю я, он отправляет фото своего рациона и получает индивидуальный разбор своего суточного рациона от диетолога. И как раз этот момент очень полезен для закрепления вот этих приобретенных навыков. Так? Также есть среди желающих, обычно кто начинает правильно питаться, он видит всегда результат. Какой? Уходят лишние килограммы, уходят отеки, нормализуется стул, нормализуется сон, нормализуется артериальное давление. И человек уже не хочет останавливаться, он хочет идти дальше, он уже хочет работать над композитом тела. Да? Идет в спортзал, появляется там физическая активность, физические нагрузки. И есть тоже группа, которая называется «Силачи», где даю я подробную информацию про спортивное питание и про БАДы. Потому что я сама мама 3 сыновей, я вижу, что молодежь, особенно мужчина, едят спорт, пит и БАДы в страшных количествах и страшного качества. Да? То есть надо уметь разбираться во всем этом, чтобы не навредить себе. Вот. И поэтому по желанию могут попасть в эту группу. Вот. И также есть у нас другой канал, называется «Свобода», то есть свобода от самоотравления психоактивными веществами. И если у человека появляется желание бросить курить или бросить употреблять алкоголь, то он может зайти тоже вот этот канал и получить такую научно доказанную информацию, который поможет ему поработать над своими вредными привычками. И там тоже даны технологии. Да? Допустим, такая технология, как ведение дневника. То есть вот очень много бонусов для тех, кто прошел полное обучение в школе здорового питания. Спасибо большое, Анастасия Дмитриевна. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии был врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Анастасия Дмитриевна Саина. Мы говорили о правильном питании в условиях Севера, развеяли несколько мифов. Вот буквально 5 минут тому назад показали QR-код, который ведет в общественную школу здорового питания, где можно онлайн обучиться всем принципам, которые нужно соблюдать для того, чтобы сохранить свое здоровье. И благодаря этому можно и расширить, скажем так, и нашу программу, потому что в 30 с небольшим минут невозможно ответить на все интересующие вопросы телезрителей, а вот подключившись туда, вы можете найти для себя те ответы, которые не смогли получить в рамках нашего сегодняшнего эфира. Поэтому подключайтесь, участвуйте активно, в том числе и в марафоне здорового питания. Вам дадут качественные ответы от наших профессионалов, диетологов, работающих в Республиканском центре медпрофилактики. На этом программа наша подошла к концу. Вы смотрели «Якутия в деталях». Мой доктор. С вами был Иван Луцкан. Оставайтесь всегда здоровыми, бодрыми. Ну а мы будем рассказывать по будням в 19:15 то, чем живет здравоохранение республики. Всего вам самого доброго. До свидания.